Сейчас гуляю по райончику, под вечер вышел. Нашел кладбище маленькое, тут при церкви какое-то. Все немецкие фамилии. Имена и фамилии. Все-таки очень много немцев немецкой крови вообще в американской. Фрейфогель, Матильда. Да, целая история. Это кладбище где-то начало, получается, начало 20 века. Сейчас вот это видео, которое я говорю, я не знаю, когда оно выйдет. Наверное, еще не скоро. Потому что у меня конкретного такого контента нет. Я больше снимаю так сейчас кадры разные, не связанные между собой. Вот, потому что, в принципе, сейчас ничего такого не происходит интересного. Вот, но я очень счастлив, конечно, что я уволился с дальнобоя, потому что, ну, все уже прям на здоровье это сильно сказывалось. И на психику тоже. Вот. И сейчас я пока не хочу рассказывать, что как будет, потому что сам, честно говоря, еще не знаю, как все сложится. Мы сейчас готовимся к интересному, ну, скажу, мы готовимся к путешествию, к автопутешествию, ладно. Вот. Не готовимся, еще не начали. То есть будем путешествовать на нашем Авалончике. Вот. И сейчас надо заработать денег на подготовку. И уже можно будет отправляться в зиму на юг. Что-то я, кстати, очень мало начал ходить. Ну, именно по шагам. Очень мало шагов делаю в день. Что-то я вообще домоседом таким стал. Вот, и это лето у меня вообще я практически ничего не проходил. Раньше у меня была норма, ну, раньше еще, когда в России жил, где-то 10 тысяч шагов в день. Это примерно 5 километров. Это минимум. Минимальная норма. Минимум, короче, да. А сейчас у меня эта планка упала до 5. Хотя бы сделать 5. 5 это примерно... Сколько там... Это меньше 2 миль, там, 1,5, ну, короче, 1,5-2 мили. Это мало. Вот, и что-то упала планочка, надо побольше мне двигаться. Бегать я вообще перестал. Вышли гулять. Сегодня первая такая прохладная ночь. Ой, ночь говорю. Первый день уже такой прохладный. Вчера был дождик. Вот у нас Санка стоит, она спит, и только мы идем. Да, и вот, короче, осень наступила. 15 градусов сегодня всего лишь днем было. Это вообще 100 лет такого не было. Уже забыл, как это.
мне. Папа, давай флог мне. Папа, давай флог. Вот. А воскиться вот таблетка. Забери. Что, у нас выходные? Идем гуляем, на водопад сейчас идем какой-то, по карте посмотрели. Дома нет. Папа, помогите мы искать. Все, доброе утро. Я еду на работу к 7. Рассвет сейчас уже поздний. В 7:10, по-моему. Осень, чё? Чё, как тебе работа? А, ты снимаешь? Ну что, вот моя рабочая лошадка, рамчик. 2500 heavy duty. Вот. Начал на ней ездить. Вот первые 2 дня были пробные. Ну, в смысле, сейчас 2-й день у меня только работы. Вот, и устроился я, получается, это Construction Company, компания, занимающаяся ремоделингом, ремонтами, вот, крышами. Вот. Вот, и моя, как бы, задача, я водитель вот этого пикапа, я подвозить эти материалы, увозить мусор, всякое, короче, разное, все, что нужно делать. Вот, работа 8 часов, получается, с 7 до 3, и вот так вот получается. Вот, вроде все нормально, но посмотрим, как дальше. И по зарплате получается где-то... Доброе утро еще раз. Вот мне в комментариях пишут иногда, вот, не ругай только Россию. Вот люди часто вот смешивают вот государство, вот все это государственные органы с Россией, как вот
с территорией, с лесами, реками, полями. Как будто, когда я говорю, ну, там, ругаю Россию за что-то, да, или сравниваю, вот в Америке так, а в России так, я же не в упрек самой России, а в упрек этому государству, которое есть. Хотя, если с другой стороны посмотреть, я не знаю, может быть, и государство это и есть часть территории, часть России, страны. Да нет, конечно, глупости это. Россию я люблю. Люблю. Вот мы сейчас на Rest Area, тут даже площадка вон есть, это Мэриленд. Мы сейчас едем в Вашингтон, вот по делам. Время уже 9-10 час, едем. Поздно выехал, сегодня работал. Вот. От нас, от Питтсбурга где-то, грубо говоря, 5 часов езды с остановками до Вашингтона. Сейчас отдыхаем. Ну все, что мы были в российском консульстве. Мы делаем Эльдарке паспорт, российское гражданство, потому что оно нужно. Нам, путешественникам, нужно как можно больше паспортов, чтобы можно было въезжать в страны. Вот, любые пути, чтобы въехать в страну, ну, любые легальные. Вот, и Эльдарка у нас теперь будет и российским гражданином тоже. Вот, сейчас идем по Вашингтону. Обалденный город, на первый взгляд. Плоский, нету горочек. Честно, Питтсбург уже вот прямо вот здесь вот поднадоел. Надо съезжать оттуда. Вот. А тут много велодорожек, много парков. Прям вообще здорово. Holding you directly is accountable, which is the only solution to this. Which is a good thing because your responsibility is the joy that you'll experience in life. So we can send somebody from the meeting. You know, the cat. We think the cat is the meeting. No. Now that's more nation. No.
Ну что, мы, короче, в метро зашли, решили покататься на метро Вашингтонском. Стоит оно, оказывается, $4 одна поездка. Это жесть на человека. Нет, $2 поездка и $2 пластиковая карта, которую видимо себе оставляют. Вот, $2 поездка. Для туристов вообще неудобно. То есть следующая Если поездка будет $2 уже Да. стоить? А, ну все, значит тогда нормально. то придется еще раз Просто вернуться. пластиковая карта здесь обязательно получается. Без нее никак.